Вячеслав Битаров провел заседание проектного офиса. Говорили о сохранении памятников культурного наследия, развитии музейного дела, возможности обучения и привлечения молодых кадров. Один из важных вопросов, на него Вячеслав Битаров поручил обратить особое внимание – сохранение памятников культурного наследия по пути следования к будущему курорту Мамисон. Многие из них нуждаются в реставрации. Алина Хасцаева подробнее. В Моздокском районе отреставрируют дом Блажка Горжебекова, осетинского поэта, писавшего на дегорском диалекте. Он станет музеем. В планах воссоздать историческую обстановку офицерского казачьего дома XIX века. В музее будет и камерный зал на 50 мест, а на территории дома обустроят летнюю сценическую площадку. Глава поручил проработать вопрос с финансированием и проектно-сметной документацией. Сейчас в Северной Осетии 28 музеев. 14 из них – филиалы Национального музея. 4 относятся к системе музеев Министерства культуры. Работа учреждений страдает из-за того, что нет единой системы управления. Вячеслав Битаров подчеркнул, что в течение недели вопрос нужно решить. Уделить внимание нужно библиотекам, модернизировать их, расширить тематику литературы, чтобы привлечь молодежь. Недавно в Мизури зашел, мне показали, библиотека будет там в новоотремонтированном помещении. И я их спросил, а как будет организовано у вас? Да вот книжки разложим здесь и так далее. Они продолжают работать по тем временам, которых нашей молодости, моей молодости. Сейчас есть современные библиотеки. Нужно, чтобы и для таких, как я, возраста, были там книжки, чтобы листали. Книжки. И читали. И для тех, кто хочет это в электронном виде почитать, условия были созданы. Подготовить кадры, по словам директора Нацмузея Батраза Цугоева, можно, пригласив специалистов из ведущих столичных музеев. Необходимо привлекать и студентов исторического факультета на практику. Важная задача – сохранить памятники культурного наследия по пути следования к будущему курорту Мамисон. Профильным комитетом уже разработан проект. Восстановить все памятники невозможно, поэтому, по словам руководителя профильного ведомства Эмилии Агаевой, нужно выделить якорные. Нужно определиться, может быть, какие-то памятники нужно не реставрационные работы, а консервацию провести, укрепить их, вокруг разобрать валяющиеся камни, чтобы восприятие было нормально. Во всем мире такая практика есть, но чтобы это было безопасно для любознательных туристов. Самый крупный памятник – селение Лисрия. 11 фамильных башен, 2 святилища. Восстанавливать их нужно как единый комплекс. Вячеслав Битаров поручил подготовить эскизный вариант того, как селение должно выглядеть после реставрации. Курорт Мамисон должен стать жемчужиной Кавказа, поэтому важно проработать вопрос. Все надо в порядок привести и сделать там жемчужину. Курорт жемчужину сделать там. А там получится это, потому что если мы вот это все так в порядок приведем, в том виде, в котором они были первозданно. И чтобы туристы могли прогуливаться по этим улицам, кто-то им рассказывать интересно, гиды, историю этих башен. Тогда не просто на лыжах катались. Ну, таких курортов, наверное, больше не будет. И нет. Вячеслав Битаров отмечает, что проекты, которые представляют на заседаниях проектного офиса, значимы и приоритетны для республики. Все они должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. Алина Хасцаева, Алан Суанов. Новости Осетии.